Всем привет! Небольшой такой анализ ситуации, то, что происходит с нашей командой и что происходит в стране. Итак, если вы следите за нашими новостями, то вы прекрасно знаете о том, что мы выпустили 2 недели назад расследование про Улана Ниязбекова. Там были провокации перед выпуском, снимали на сотовые телефоны, стучались к соседям, и мы выяснили, что это сотрудники МВД, да? Тем самым они пытались напугать, чтобы мы это расследование про Улана Ниязбекова, министра внутренних дел, не выпустили. Но мы, тем не менее, выпустили. После этого к нам обратился пострадавший от рук Улана Ниязбекова на протяжении 10 лет. Улан Ниязбеков его преследовал, и мы взяли у него интервью, и до выпуска интервью появилось сообщение от МВД о том, что руководитель нашей команды, директор нашей команды Махват Таджикызы вызваны на допрос вместе с Кундуз Джолдубаевой по заявлению Надира Нарматовой по заявлению о защите чести и достоинств, хотя МВД этим не должно заниматься, это напрямую подается в суд, насколько я знаю. Вот. Но мы восприняли это как угрозу, что не выпускайте интервью, но мы выпустили интервью, ничего не обрезав, без купюр. Алексей Гаврилов все рассказал и раскрыл очень много информации о взаимосвязи Улана Ниязбекова с некоторыми людьми, да. После выпуска этого интервью мы выпустили еще вторую часть. МВД выпустила пресс-релиз по делу Автандила Джоробекова. Они провели у него обыск, нашли оборудование, якобы много оборудования, которое якобы использовали совместно мы, там Темиров Лайф, с Автандилом для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и организовать массовые беспорядки. Абсолютно, конечно, бред. С Автандилом Джоробековым мы никаких дел не имеем. У нас есть свое оборудование, на котором мы работаем. Но в то же время мы считаем, что арест Автандила Джоробекова – это такой бред абсолютный, абсурдный арест, только за то, что он воспользовался конституционным правом выйти и призвать выйти на митинг в защиту флага нашей страны. Я тоже согласен с ним, что флаг нельзя менять. Но дело будет фальсифицировано, потому что, как это умеет делать МВД, и как это на протяжении последних 3 лет показал. Вот. Начали появляться видео, дискредитирующие про нас в первую очередь, и мы заметили одну особенность, что его распространяют бакиевские тролли, которые восхваляют Бакиева, экс-президента, который обвинен во многих преступлениях и осужден даже, и сбежал в Беларусь. Но вот эта вся ситуация вокруг нас и с участием МВД выявила некоторые вещи, да, то есть для нас сложились многие пазлы. Вернемся к моему аресту. Январь 2022 года, прошли обыски, аресты. И я тогда, выйдя из зала суда, когда мне меру пресечения, подписку о невыезде сделали, вышел из зала суда и сказал, что у нас 2 гипотезы, одна из них, что Ташиева подставляет. И на сегодняшний день мы получили много информации, которая подтверждает эту гипотезу. Ташиева действительно подставляют, и на тот момент тоже подставляли. Подставляли как? Понимаете, если ведется слежка, которую мы замечали перед арестом в течение 3 месяцев, ведется слежка, то они прекрасно знали, когда выйдет наше расследование про Ташиева. Прекрасно знали и дождались, когда выйдет расследование. Потом Ташиев выходит с пресс-конференции, которой он абсолютно не готов. Для него это такая большая новость, шокирующая
он выходит и начинает оправдываться, что все это ложь в расследовании, и что обыски не связаны и так далее, но никто ему уже не верит, потому что все это организовано было для того, чтобы подставить Камчайка Ташиева. И уже тогда понятно стало, что есть два лагеря. Один связан с Уланом Ниязбековым, Хамчи Гульбаевым, Матраимовым и Бакиевыми. Почему Бакиевым? Потому что все эти слежки начались после того, как мы сделали расследование про непонятные прилеты с частных самолетов, предположительно на которых прилетали друзья Максима Бакиева и сам лично Максим Бакиев. Да? То, что Шишов прилетал и так далее, потом подтвердилось, то, что Максим Бакиев прилетал и прилетает. Есть очень много косвенных доказательств, но прямых доказательств пока нет. Но тайное всегда станет явным. И ко мне пришел журналист и сказал: ребята, прекращайте делать про Максима Бакиева, Шершова и его друзей расследование и за вознаграждение. Я в такой вежливой форме его послал, сказал, если хочет каких-то отношений со мной, то есть если вообще хочет, чтобы я здоровался с ним хотя бы, с такими предложениями он ко мне не приходил. И вот после этого началась слежка, и после этого подстава, и так далее, и так далее. Более того, связь, мы тогда получили доказательство, что в этом причастна тоже ГКМБ, но это подтверждало гипотезу о том, что Ташиев, сам лично участвовал, но сегодняшние данные показывают, что те люди, которые участвовали в той подставе против меня, связаны в первую очередь с Уланом Ниязбековым, да, и Матраимовым, и Кульбаевым. Объясню почему. Вот смотрите, когда начальник отдела СБНУ ГУВД города Бишкек разговаривал по телефону, он на видео попало, с кем он разговаривает, и мы тогда расшифровали, показали, что некий Батыр с 5-й службы ГКМБ. Видео ухаживал за нашей сотрудницей и потом заснял и выложил фейковое видео в соцсети интимного характера. Тоже сотрудник, по нашим сведениям, сотрудник 5-й службы ГКМБ, но не центрального управления, а городского. И вот сейчас мы узнаем, что начальником главного управления ГКМБ по городу Бишкек является никто иной, как Салмарбек Джумабеков. Салмарбек Джумабеков – это Кульбала Раимбека Матраимова, да? Очень тесно связан с Уланом Ниязбековым, насколько мы выяснили. То есть он входит в эту группировку, и более того, когда меня депортировали, вывезли с зала суда, да, оперативные сотрудники ГУВД города Бишкек везли меня вначале не в аэропорт. Они везли меня, они сказали, в контору. Поехали в контору. И везли они не в контору, контора, да, там Надежники, который в Джолбу находится. Они могли спуститься по другому пути. А везли они меня на Киевскую, управление ГКМБ по городу Бишкек. Но когда они поняли, что со мной нет сотового телефона, то они тут же притормозили и развернулись в аэропорт. Да? И понятно, что в этом участвовало в первую очередь управление по городу Бишкек, а не само ГКМБ. Вот. И есть еще одно доказательство того, что Ташиева подставляют, это то, что когда убили Кульбаева, Камче,
со всех сторон знакомые начали говорить нам о том, что якобы Камчек Ташиев дал устный приказ найти Булата Темирова и физически устранить, где бы он ни находился. Но мы эту информацию восприняли как информацию, которая кому-то выгодна. Да? Мы не стали его там публиковать и так далее. В последующем я об этом даже написал пост, о том, что это очередная подстава Камчека Ташиева. Вот, то есть нужно понимать, что есть две группировки. В одной находится Бакиев, Улан Ниязбеков, Матраимов и, возможно, сам Садыр Джапаров. Ну и до этого был Камчик Гульбаев до убийства. И вот. А на второй стороне почему-то отделен Ташиев. Чем-то он мешает им. И на самом деле, если Ташиев делал громкие заявления о том, что он будет бороться с коррупцией, бороться с криминалом и связанные с криминалом чиновниками, да. Ну вот, пожалуйста, вам полные факты мы выложили в 3 частях. Ну, то есть, сами делали расследование, после этого в интервью потерпевший рассказал о связях Улана Ниязбекова с криминалом, о его контрабандном бизнесе его семьи, о особняках его семьи. Мы рассказали о гектаре земли на побережье Иссык-Куля и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, вам коррупция, вам связь с криминалом и вообще какие-то, нечеловеческие методы работы. Я не знаю, как это назвать. Это абсолютное такое безнравственность, моральное падение со стороны людей, наделенных властью. Да? Для них мы считаемся букашками, с нами они могут не церемониться, но мы, в первую очередь, четвертая власть, мы будем продолжать бороться, показывать всю эту сущность нутро, потому что они пытаются это все скрыть, показать, чтобы никто не видел, как они расправляются с неугодными, как они пользуются своими властными полномочиями и считают себя хозяинами этой жизни, хотя на самом деле госслужащие – это наши наемные работники, которые должны нам помогать и защищать и так далее, и так далее. Но этого не происходит, они защищают в первую очередь себя от тех людей, которые работают и служат населению по закону, да, вот, и, пожалуйста, вперед, если Ташиев человек слова, вот тебе все факты, вот тебе все нутро, да, но вся эта нелицеприятная картина говорит о том, что нам, журналистам, населению, нужны рычаги, нужно продолжать бороться для того, чтобы власть была прозрачной, а не наоборот скрывать тендеры, куда тратят бюджетные деньги. Они пытаются закрыть, напугать журналистов, которые это должны показывать по своей функции, да? Нас, но всех не напугаешь. Мы продолжаем работать. Так получилось, что когда они вызвали, ГУВД вызвала, или Первомайская РУВД вызвала Махалат на допрос, она находилась и до сих пор находится в Казахстане, да, и завтра утром она прилетает в Кыргызстан. Ну, посмотрим, что произойдет, да, то есть будет ли Улан Ниязбеков мстить нам своими методами, да, будет ли фальсифицировать какие-то уголовные дела, возбуждать на нас, арестовывать, обыски проводить, мы это все увидим по приезду в Махалат, да, потому что они ее ждут.